Уважаемые жители Нюрбинского района, представляем сводку по состоянию заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нюрбинском районе по состоянию на сегодня, 2 октября 2020 года. Положительных результатов мы сегодня не получили. У нас количество больных не изменилось. Продолжают лечение в стационаре в ковидном отделении 11 пациентов, и в провизорном отделении получают лечение пациенты с неподтвержденной лабораторно новой коронавирусной инфекцией и пациенты с пневмонией, это 10 человек. И продолжает амбулаторное лечение с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией 5 детей и 27 взрослых. Также в связи с осенней погодой у нас наблюдается рост количества острых респираторных вирусных инфекций. Это наблюдается у нас ежегодно в осенне-зимний период времени. То есть количество вызовов скорой помощи, то есть эпидбригады нашей больницы увеличивается, вызывают симптомами ОРВИ, это повышение температуры тела, это насморк, и боль в горле, и кашель. И, пользуясь случаем, хотела бы обратиться к жителям района. Когда вызываете врача на дом, необходимо полностью рассказать свои симптомы правдиво и в том числе рассказать ваш эпидемиологический анамнез, то есть откуда вы приехали, или приехали ли к вам родственники из других районов республики или даже из других регионов нашей страны. То есть, когда наш диспетчер по приему вызовов сортирует вызова, ему необходимо точно знать ваши симптомы, и для того, чтобы распределить вызова между обычной скорой помощью или эпидбригадой и эпидбригадой, которая обслуживает ОРВИ и новую коронавирусную инфекцию. И необходимо, чтобы вызова были обоснованными, так как, со слов наших медработников, вызова бывают иногда необоснованными, только для того, чтобы они провели забор анализов на новую коронавирусную инфекцию. По нашим приказам, которые утверждены Министерством здравоохранения Республики и Управлением Роспотребнадзора, анализы на ПЦР-исследования, то есть выявление вируса из носа ротоглотки, проводится не всем желающим, проводится строго по показаниям лечащего врача. То есть если у вас есть симптомы острого респираторной вирусной инфекции, которые посмотрит и подтвердит врач, или врач при осмотре выявит признаки пневмонии, он направит вас на и лабораторные исследования, в том числе и на ПЦР-исследования, также и на компьютерную томографию. Хочется сказать, что благодаря финансированию из резервного фонда правительства Республики Саха-Якутия, благодаря совместной работе администрации муниципального района Нюрбинский район и Министерства здравоохранения Республики, к нам на этой неделе приехал инженер и уже закончил ремонт компьютерного томографа. Но тоже хочу сказать, что компьютерный томограф – это диагностическое исследование, оно не лечит новую коронавирусную инфекцию, и оно является рентгенологическим исследованием, то есть оно должно проводиться строго по показаниям врача. То есть врач, осмотрев вас, выслушав ваши легкие, проведя исследование насыщения крови кислородом, выявив патологию легочную, он может направить вас на компьютерную томографию. То есть всем компьютерная томография не показана, то есть строго по назначению лечащего врача. И компьютерная томография, исследования уже будут проводиться с сегодняшнего дня. То есть и будем проводить исследования как амбулаторных больных по назначению врача, и наших стационарных больных, которые находятся у нас во всех структурных подразделениях, на всех круглосуточных койках. И еще хочу вам сказать, чтобы берегли свое здоровье, здоровье своих близких, особенно пожилых людей, потому что
в нашем стационарном отделении и в инфекционном ковидном, и в инфекционном провизорном начали поступать пациенты старшего поколения. И чтобы не запустить болезнь, чтобы не допустить болезнь, необходимо придерживаться строго санитарно-противоэпидемических правил. То есть, чтобы старшее поколение не выходило на улицы, не посещало общественные объекты в это наше сложное время. Необходимо, чтобы мы помогали нашим близким, пожилым людям. Есть средства связи, есть видеозвонки, есть скайп, поэтому общение рекомендуем мы только дистанционное. Помогать своим близким тоже дистанционно, помогать приобретать продукты питания, необходимые товары, но не встречаться очно. Только так все своими усилиями, не только медицинские работники, не только санитарно-эпидемиологическая служба сможет победить эту коварную болезнь. Всем миром мы должны помочь предотвратить дальнейшее распространение этой инфекции в нашем районе. Спасибо за внимание, всем здоровья!